Нас ждет лучшее будущее. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что даст Таджикистану возвращение в единое энергокольцо Центральной Азии. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Одной из наиболее обсуждаемых в Таджикистане тем за последние дни стало заявление о возвращении республики в единую электроэнергетическую систему Центральной Азии. Что это такое и зачем оно нам нужно? Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабир 2 декабря в ходе Евразийского конгресса в Москве заявил, что Таджикистан уже в следующем году вернется в единую энергосистему Центральной Азии. Заявление прозвучало в ответ на предложение вице-премьера России Александра Новака о восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии. При этом таджикский министр уточнил, что при возобновлении работы в единой энергосистеме региона необходимо учитывать изменения на рынке и в мире. Для того, чтобы оценить возможность воссоединения с братьями по кольцу, а главное степень зависимости принятия такого решения от Таджикистана, нужно вернуться назад и понять, что это за система и почему наша республика когда-то оказалась за бортом. Объединенная энергосистема Центральной Азии была создана еще при Советском Союзе, когда все страны региона являлись частью одного государства. Система управлялась координационно-диспетчерским центром в Ташкенте и позволяла балансировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и потребность в воде в ирригационный период. То есть в зимнее время Таджикистан и Кыргызстан накапливали воду в водохранилищах и получали электроэнергию и энергоресурсы из Узбекистана, Казахстана и Туркменистана. В летнее же время Таджикистан и Кыргызстан направляли накопленную зимнюю воду указанным странам для полива сельхозугодий. Также летом Таджикистан и Кыргызстан поставляли соседям электроэнергию, производимую в избыточном объеме. После развала СССР в ноябре 1991 года в Ашхабаде было подписано соглашение о параллельной работе энергетических систем стран региона. Диспетчерский центр в Ташкенте был переименован в Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Азии. Финансировалась работа центра странами-участницами ОС на долевой основе. В дальнейшем в разные годы возникали различные взаимные претензии, вносились разные поправки в условиях параллельной работы, а в 2003 году единую систему покинул Туркменистан. Во второй половине нулевых годов, когда было объявлено о намерениях по постройке Рагунской ГЭС, претензии Узбекистана к Таджикистану относительно нарушения условий работы в едином режиме участились. Соседи приписывали Таджикистану различные системные нарушения, незаконный отбор электроэнергии, которые порождают серьезную угрозу стабильности и надежной работе ОС. В ноябре 2009 года в результате самопроизвольной остановки агрегатов на Нурекской ГЭС автоматически была обесточена на сутки вся центральная часть Таджикистана, а также южная часть Узбекистана. Это была последняя капля терпения Узбекистана, который полностью обесточил линии, связывающие энергосистему этой страны с таджикской системой. Энергосистема Таджикистана в результате узбекского демарша автоматически осталась изолированной от единого кольца. После прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева предпринимались шаги для восстановления параллельной работы с энергосистемой Таджикистана при финансовой помощи Азиатского банка развития. Тот потенциал, который, например, Таджикистан на сегодняшний момент имеет возможность произвести 527 миллиардов киловатт-часов, а мы на сегодняшний момент делаем только 5% этого потенциала. Поэтому различные направления, диверсификация этих инвестиционных потоков позволит нам очень стабильно развивать эту отрасль. В апреле 2016 года Таджикистан возобновил экспорт электроэнергии в Узбекистан, но приграничные узбекские районы, которые получают таджикскую энергию в целях безопасности, изолированы от энергосистемы этой страны, а значит от единой системы этого региона. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, будет лучше, если мы вернемся в это кольцо? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Правительство Республики Таджикистан всегда считало и считает, что создание новой современной инфраструктуры в гидроэнергетике и модернизация действующих мощностей позволит нам и не только нам в регионе достичь хороших макроэкономических результатов. Параллельная работа, если говорить проще, значит, что общая электроэнергия, производимая всеми электростанциями региона, их около 90 единиц, будет передаваться в один общий котел. Каждый подключенный к нему потребитель, в какой бы глубинке стран-участниц кольца он ни находился, сможет забирать оттуда столько электроэнергии, сколько ему нужно. Тут возникает резонный вопрос: что будет с единой системой, если выработка электричества в регионе окажется меньше потребностей? Единственным
Единственным возможным решением при возникновении такой ситуации является отключение части потребителей от системы, то есть закрывают доступ к общему котлу потребителям, которые не входят в категорию первоочередной важности для управления и контроля единой системы, как уже говорилось выше. Создан диспетчерский центр в Ташкенте. Определяются такие потребители и отключаются конкретными странами-участницами единой системы. Дело в том, что региональная система работает на основе определенных условий. В частности, в каждой стране устанавливается лимит отбора электричества. Несанкционированный отбор – одно из самых серьезных нарушений установленных правил. Такое нарушение правил может привести к серьезным авариям, которые цепной реакцией могут провоцировать масштабные аварии по всей системе. Но дефицит электричества при работе в единой региональной системе вряд ли возникает, так как в странах ниже по течению трансграничных рек имеются достаточные мощности для выработки в осенне-зимнем периоде. Совместное согласованное использование водно-энергетических ресурсов на руку всем без исключения стран региона. Таджикистан и Кыргызстан не будут больше сталкиваться с дефицитом электричества в осенне-зимнем периоде, а Узбекистан, Казахстан и Туркменистан в поливном сезоне не останутся без воды. Как уже было отмечено, Таджикистан вернется к зимнему накоплению воды. На данный момент воду накапливают летом. А потребности нашей республики в электричестве будут покрыты за счет поставок из стран низовья трансграничных рек. Летом Таджикистан за счет накопления зимней воды будет обеспечивать потребности соседей в поливной воде. Таджикистан будет нуждаться в едином с соседями водно-энергетическом режиме работы до тех пор, пока не будет в силах самостоятельно и полностью обеспечивать свои круглогодичные потребности в электричестве. Была единая энергетическая система Центральной Азии, которая по определенным причинам Таджикистан вышел с этой системы. На сегодняшний момент работы идут очень интенсивно, и мы считаем, что в следующем году мы сможем войти в эту энергосистему. Естественно, уникальность таджикской энергосистемы заключается в том, что у нас есть очень большой летний избыток, а зимой у нас есть некоторый дефицит по электричеству, но даже учитывая это, правительство Таджикистана, мы построили большую топливную станцию на основе угольных месторождений, и вот этот дефицит тоже как-то решается. А как вы думаете, это хорошая перспектива? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!